комиссии Акмолинского университета. Сейчас мы поговорим об особенностях целевого обучения по квоте в ВУЗе. Перейдем к презентации. Целевое обучение – это обучение, при котором гражданин, будущий обучающийся, на полную можно? Спасибо. Заключает с заказчиком договор о целевом обучении. Заказчиками целевого обучения являются в данном случае, мы говорим о квоте, это федеральные государственные органы, органы государственной власти субъекта, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, организации, госкомпании, акционерные общества и хозяйственные общества, имеющие долю госсобственности. Договор о целевом обучении подается вместе со всеми документами, необходимыми для поступления в ВУЗ. При подаче документов через госуслуги не забывайте проставить специальную отметку о целевом обучении и, соответственно, прикрепить скан договора о целевом обучении. Прием документов в ВУЗ начнется с 20 июня. С этого года ограничены сроки приема документов на бюджет для всех форм обучения. То есть документы подаются одновременно и на очное, и на очно-заочное, и на заочную формы обучения. И завершается прием документов на бюджет, повторяюсь, на все формы обучения 25 июля для тех, кто поступает только по ЕГЭ. И 20 июля для тех, кто поступает на творческие или профессионально направленные специальности, где, имея результаты ЕГЭ, еще сдают дополнительные вступительные испытания в ВУЗе. Прием оригиналов аттестатов в этом году или дипломов колледжей будет заканчиваться в 12 часов строго по московскому времени для всей страны, то есть 28 июля для тех, кто поступает по квоте, в том числе по целевой. Это правило действует как для личной подачи документов, так и для подачи через портал госуслуг. Зачисление будет производиться в два этапа. 30 июля выходит приказ о зачислении после этапа приоритетного зачисления абитуриентов, в том числе целевым, и 9 августа после этапа основного зачисления. Имейте в виду, что среди целевиков тоже есть конкурс, и в случае непоступления по целевой квоте абитуриент может участвовать в общем конкурсе. Однако преимущества целевого обучения очевидны, ведь это прежде всего отдельный конкурс при поступлении, стабильное место прохождения практики, меры поддержки от работодателя и гарантированное трудоустройство. Поступающий по договору о целевом обучении претендует на специально выделенные бюджетные места, от 10 до 30% бюджетных мест, выделенных на направление каждое. Конкретное количество мест для целевой квоты будет определено 1 июня и размещаться на сайте приемной комиссии. Как получить целевую квоту? Во-первых, нужно найти заказчика целевого обучения. Им может быть любая бюджетная организация. В системе образования это может быть детский сад, школа, отдел образования. Далее, скачать и заполнить по образцу договор о целевом обучении по образовательной программе высшего образования. Заключить договор с заказчиком и подать документы в ВУЗ на то направление, где выделена квота целевого приема с предоставлением договора о целевом обучении. Обратите, пожалуйста, внимание, что в договоре обязательно должны быть прописаны обязательства как заказчика, так и гражданина. Со стороны заказчика это меры материальной поддержки и трудоустройства гражданина. А гражданин обязан освоить образовательную программу, указанную в договоре о целевом обучении, и осуществить в течение не менее 3 лет трудовую деятельность
у указанного работодателя. За неисполнение обязательств по договору о целевом обучении стороны несут ответственность как друг перед другом, так и перед вузом. Кто не исполнил обязательства, тот и несет ответственность. Заказчик при этом единовременно выплачивает гражданину компенсацию в сумме равной трехкратной величине среднемесячной заработной платы по республике, а гражданин возмещает заказчику в полном объеме расходы, связанные с предоставлением мер поддержки, если, соответственно, не исполнил свои обязательства. Также либо заказчик, либо гражданин, в зависимости от того, кто не выполнил свои обязательства, выплачивает штраф вузу в размере расходов на обучение гражданина по федеральному нормативу. На сайте вуза, на нашем официальном сайте Акмолинского университета, вы можете посмотреть всю информацию о целевом обучении. Для этого открываете вкладочку «Абитуриенту» и переходите на сайт приемной комиссии, где во вкладочке «Целевое обучение» вы найдете всю нормативную документацию по целевому обучению, в том числе типовой договор и образец его заполнения. Также на этой же вкладке в отдельном документе вы найдете перечень направлений подготовки и вступительных испытаний по программам бакалавриата и специалитета на нынешний учебный год, на следующий, то есть учебный год. Для чего нужен этот документ? В этом документе указаны коды направлений подготовки, профили и необходимые вступительные испытания. Они вам понадобятся для заполнения договора о целевом обучении. Для того, чтобы открыть типовой договор о целевом обучении и образец его заполнения, можно воспользоваться QR-кодами, которые указаны на слайде. А теперь на примере рассмотрим вариант заполнения договора о целевом обучении. Как вы видите на слайде, в договоре необходимо указать, что это образовательная программа именно высшего образования. Проставляем номер, место, дату заключения договора. Это делает заказчик. Далее прописываем полное официальное наименование заказчика целевого обучения. Как мы помним, это госорганы, учреждения. Далее указываем полное официальное наименование организации, в которой гражданин будет трудоустроен после окончания целевого обучения, то есть будущий работодатель. Имейте в виду, что как заказчик и работодатель это может быть одна и та же организация, как в примере, а может быть и разные. Заказчиком может выступать администрация района, работодателем определенная школа или детский сад. В разделе 1 указываем также программу высшего образования, что гражданин вправе поступать именно по целевой квоте и что заказчик обязан предоставить меры поддержки. Во 2 разделе указываем, что это место целевой квоты, что аккредитация обязательна для образовательной программы вуза. Прописываем код и наименование направления подготовки, его профиль, как это указано в перечне направлений подготовки на сайте приемной комиссии. Выше по презентации я вам показывала, где найти этот документ в разделе «Целевое обучение». Берете именно оттуда правильное написание кодов направления подготовки и профиля. Прописываете именно то направление, на которое оформляется целевой договор. Не переписывайте из образца. Указываете полное наименование вуза, в который будет поступать гражданин. Далее повторяете код и наименование направления подготовки, профиль, форму обучения, наименование вуза, как в предыдущих пунктах раздела 2. В 3 разделе обязательно вписываем место трудоустройства гражданина после обучения, полное наименование работодателя, характер его деятельности и должность гражданина при трудоустройстве. Далее прописываем адрес
трудоустройства, то есть адрес работодателя, наименование округа и региона заполняем по образцу. Вид экономической деятельности, пожалуйста, учитывайте в зависимости от организации. Детский сад – это у вас будет 85-11. Школа – 85-12 – это начальное образование, 13 – основное и 14 – основное полное. Поэтому, пожалуйста, учитывайте эти коды, уточняйте их в бухгалтерии у работодателя будущего и указывайте в договоре. Все коды переписывать из образца не нужно. Обязательно прописывайте условия труда. Если конкретную сумму указать затрудняетесь, можно написать, что трудоустройство с установлением заработной платы не менее МРОТ. Пункт 5 заполняем по образцу. Далее, раздел 4. Прописываем меры поддержки гражданина со стороны заказчика. Это может быть стипендия, оплата питания, проезда, проживания, дополнительного обучения. Может быть, школа сама какие-то курсы проводит, можно вписать. Обеспечение канцелярскими принадлежностями. Все эти меры должны иметь стоимость, так как это обратная сторона возмещения стоимости заказчику при нарушении гражданином своих обязательств по договору. В разделе 6 указываются меры поддержки со стороны работодателя. Это те же виды поддержки, что и было сказано выше у заказчика. И если в договоре у вас заказчик и работодатель – это одна и та же организация, то меры поддержки повторяются из предыдущего 4 раздела. Если это разные организации, то вписываете каждому, что предоставляет каждая из сторон. В разделе 9 указываем дату вступления договора в силу. Обычно это дата заключения договора. Срок расторжения договора при непоступлении гражданина на обучение и невозможность расторжения договора при поступлении на целевое обучение по квоте. Имейте в виду, что договор целевой по квоте не расторгается. Далее заполняем реквизиты сторон полностью, без всяких сокращений. Опять же, заказчик и работодатель, если у вас совпадают, то, соответственно, заполняем одни и те же реквизиты дважды. А если это разные организации, то прописываем реквизиты каждой из них. Какие ошибки допускаются при заключении договора о целевом обучении? Первое. Используете неверную форму. Скачиваете в интернете, ищите, где попало. Еще раз повторюсь, на нашем сайте вы найдете типовую форму и образец его заполнения. Используйте только типовую форму. Второе. Неверное наименование специальности. Еще раз повторяю, на сайте на нашем приемной комиссии, на вкладке «Целевое обучение» найдете документ, который называется «Перечень направлений подготовки», и заполняете коды и профили строго по этому документу. Третье. Не указывайте меры поддержки. Без мер поддержки договор считается недействительным. Необходимо указать хотя бы минимум, это выделение канцелярии, допустим, на 500 рублей в год. Четвертое. Что должен иметь договор? Обязательные реквизиты. Регистрация проходит у заказчика. ВУЗ не является стороной договора, поэтому дату и номер проставляет вам заказчик. И пятое. Прежде чем оформить договор, проверьте, преодолел ли гражданин минимальный порог по ЕГЭ. И вообще те ли предметы сданы для поступления на определенную специальность. Минимальные баллы по ЕГЭ и перечень необходимых ЕГЭ также можно уточнить на сайте приемной комиссии в том же документе «Перечень вступительных испытаний и направлений подготовки». Теперь обращаю ваше внимание, что в апреле этого года внесены изменения в Закон об образовании, касающиеся целевого обучения. Так, в следующем году заработает единый портал «Работа в России» на базе Министерства труда Российской Федерации.
где заказчики могут разместить сведения о себе, своих предложениях и условиях по целевому обучению. А, соответственно, абитуриент может выбрать заказчика, но причем только одного заказчика и только в один вуз. Потому что заказчик будет также прописывать и в какой вуз он будет выдавать целевое направление. Гражданин, желающий заключить договор, сможет подать заявку при приеме на обучение, а договор будет заключаться уже после зачисления, а не как сейчас, до зачисления. Заказчики получат возможность контролировать успеваемость студента. После завершения обучения необходимо будет отработать по специальности от 3 до 5 лет. Сейчас максимального срока нет. Эти изменения в системе целевого обучения вступят в силу со следующего года, с 1 мая 2024 года. А в этом году прием на целевое обучение пройдет, как обычно. Наши контакты вы видите на слайде. Пишите, задавайте вопросы. Не забывайте, что целевое обучение – это ваш реальный шанс бюджетного обучения с рядом преимуществ. Обращайтесь к нам в приемную комиссию, мы будем рады вам помочь. Теперь ответим на вопросы. Запись будет. И еще у меня просьба к участникам нашего семинара. Пожалуйста, в чате отпишитесь, представители каких организаций здесь присутствуют. И ждем ваши вопросы. Так, коллеги, не стесняемся, задаем вопросы. Так, вопросов не вижу. Идет только перекличка. Коллеги, еще раз напоминаю, и презентация, и запись нашего семинара будет размещена на сайте приемной комиссии. Вы сможете дополнительно посмотреть, если что-то непонятно. Пожалуйста, обращайтесь по телефонам, указанным в презентации и на нашем сайте, не стесняясь, потому что, еще раз напоминаю, сроки заключения у вас договора о целевом обучении, соответственно, после того, как вы убедитесь в том, что ЕГЭ сданы, минимальные пороги преодолены, ЕГЭ те самые, которые нужно на данное направление подготовки, соответственно, это у вас конец июня, начало июля месяца, когда вы уже знаете все результаты ЕГЭ. Соответственно, тогда вы и подписываете договор о целевом обучении, и абитуриент предоставляет его вместе со всем пакетом документов на прием. Сроки приема с 20 июня до 20 июля те, кто сдает у нас еще вступительные дополнительные испытания, а кто только по ЕГЭ до 25 июля. Вполне реальные сроки уложиться и заключить договор. Коллеги, вопросов я в чате не вижу. Поэтому будем завершать. Спасибо всем за внимание и до свидания. You are now muted.